Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже снизилась на 5% до $35 35 центов. Курс доллара на московской бирже вечером 11 марта превысил 73 рубля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22 часа по московскому времени его стоимость составила 73 рубля 12 копеек. Курс евро в это время поднялся до 82 рублей 48 копеек. Падение произошло на фоне того, как Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. По данным ВОЗ, в течение последних 2 недель число случаев заражений COVID-19 за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось. К настоящему моменту в мире более 118 тысяч зараженных, 114 стран, где зафиксировали вспышку, и свыше 4 тысяч погибших. Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что стоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель. Именно такие расходы несут на операционные и капитальные затраты компании в зависимости от конкретного проекта. В Минэнерго считают справедливой и равновесной ценой на нефть в текущих условиях на уровне 45-55 долларов за баррель. Такая стоимость энергоресурса позволила бы нефтедобытчикам осуществлять успешные инвестиции в различные проекты и обеспечивать восполнение нефтедобычи. Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающий преференции и льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно нормам, зафиксированным в пакете законопроектов, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новые инвестпроекты, вложить не менее 10 миллионов рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Среди них, например, снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе и нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Ну а правительство под председательством Михаила Мишустина в ближайшее время рассмотрит законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который Госдума приняла в декабре прошлого года. Законопроект предусматривает 2 инвестиционных режима – общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает 3-летнюю отсрочку вступлений в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. А проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий, например, по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС. И все это на срок от 6 до 20 лет. А также на 3 года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий. Ну а сертификат на материнский капитал будет оформляться автоматически с 15 апреля. Как отметил глава Минтруда России Антон Котяков, выдача маткапитала станет первой в России социальной госуслугой, которая будет предоставляться гражданину без его непосредственного участия. После рождения данные ребенка поступят в пенсионный фонд из единого реестра записей актов гражданского состояния. После этого в фонде проверят, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате. Если их нет, то сертификат будет оформлен, а информацию о нем направят владельцу. Если женщина зарегистрирована на портале госуслуг, то в личный кабинет ей придет соответствующее уведомление. Также оповещение придет на номер телефона, который указан на портале. Отмечается, что с учетом прогноза рождаемости в 2020 году право на маткапитал приобретут 1 миллион 100 тысяч родителей. Ну а в Роструде напомнили россиянам о предстоящих длинных выходных в мае. Жителей страны ждет одна из самых коротких рабочих недель в году, всего 3 дня. А к обычным выходным прибавятся праздничные дни. Праздновать День весны и труда граждане будут 5 дней, с 1 по 5 мая включительно. Через 3 рабочих дня снова будут длинные выходные. По случаю празднования Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая. Праздничные дни, предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая, несмотря на то, что являются рабочими, должны быть сокращены на 1 час. К этому часу у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.